Здравствуйте, дорогие ребятушки! Сегодня я вам расскажу замечательную зимнюю сказку Владимира Адаевского, и называется она «Мороз Иванович». Устраивайтесь поудобнее и слушайте. Итак, сказка начинается. В одном доме жили две девочки. Рукодельница, да линеица, а при них нянюшка. Рукодельница была умная девочка, рано вставала, сама без нянюшки одевалась, а вставши с постели за дело принималась. Печку топила, хлеба месила, избу мела, петуха кормила, а потом на колодец за водой ходила. А ленивица меж тем в постельке лежала, потягивалась, сбоку на бок переваливалась. А разве наскучит лежать? Так скажет спросонья: «Нянюшка, надень мне чулочки! Нянюшка, завяжи башмачки! Нянюшка, нет ли булочки?» Встанет, попрыгает, да и сядет к окошку мух считать. Сколько прилетело, да сколько улетело. Как всех пересчитает ленивица, так уж и не знает, за что приняться и чем бы заняться. Сидит горемычная и плачет да жалуется на всех, что ей скучно, как будто в том другие виноваты. Может, в постельку? Не хочется. Может, покушать? Не хочется. Может, к окошку мух считать? Нет, надоело. Между тем рукодельница воротится, воду процедит, в кувшины нальет, да еще какая затейница. Коли вода нечиста, так свернет лист бумаги, наложит в нее угольков да песку крупного насыплет, вставит ту бумагу в кувшин да нальет в нее воды. А вода-то, знай, проходит сквозь песок да сквозь уголье, и каплет в кувшин чистая, словно хрустальная. А потом рукодельница примется чулки вязать или платки рубить, а не то и рубашки шить да кроить, да еще рукодельную песенку затянет. И не было никогда ей скучно, потому что и скучать-то было ей некогда. То за тем, то за другим делом, а тут смотришь, и вечер, день прошел. Однажды с рукодельницей беда приключилась. Пошла она на колодец за водой, опустила ведро на веревке, а веревка-то и оборвись, упало ведро в колодец. Как тут быть? Расплакалась бедная рукодельница, да и пошла к нянюшке рассказывать про свою беду и несчастье. А нянюшка Просковья была такая строгая и сердитая, говорит: «Сама беду сделала, сама и поправляй. Сама ведерко утопила, сама и доставай». Нечего было делать. Пошла бедная рукодельница опять к колодцу, ухватилась за веревку и спустилась по ней к самому дну. Только тут с ней чудо случилось. Едва спустилась, смотрит, перед ней печка, а в печке сидит пирожок, такой румяный, поджаристый, сидит, поглядывает да приговаривает: «Я совсем готов, подрумянился, сахаром да изюмом обжарился. Кто меня из печки возьмет, тот со мной и пойдет».
Рукодельница, немало не мешкая, схватила лопатку, вынула пирожок и положила его за пазуху. Идет она дальше. Перед ней сад, а в саду стоит дерево, а на дереве золотые яблочки. Яблочки листьями шевелят и промеж себя говорят: Мы яблочки наливные, созрелые, корнем дерева питались, студеной росой обмывались. Кто нас с дерева стрясет, тот нас себе и возьмет. Рукодельница подошла к дереву, потрясла его за сучок, и золотые яблочки так и посыпались к ней в передник. Рукодельница идет дальше. Смотрит, перед ней сидит старик Мороз Иванович, седой-седой. Сидит он на ледяной лавочке, да снежные комочки ест. Тряхнет головой, от волос иней сыплется, духом дыхнет, валит густой пар. Здорово, рукодельница! Спасибо, что ты мне пирожок принесла. Давным-давно я уж ничего горяченького не ел. Тут он посадил рукодельницу возле себя, и они вместе пирожком позавтракали, а золотыми яблочками закусили. Знаю я, зачем ты пришла. Ты ведерко в мой студенец опустила. Отдать тебе ведерко отдам, только ты мне зато 3 дня прослужи. Будешь умна, тебе ж лучше. Будешь ленива, тебе ж хуже. А теперь мне, старику, и отдохнуть пора. Поди-ка приготовь постель, да смотри, взбей хорошенечко перину. Рукодельница послушалась, пошли они в дом. Дом у Мороза Ивановича сделан был весь изо льда. И двери, и окошки, и пол ледяные, а по стенам убрано снежными звездочками. Солнышко на них сияло, и все в доме блестело, как бриллианты. На постели у Мороза Ивановича вместо перины лежал снег пушистый. Холодно, а делать было нечего. Рукодельница принялась взбивать снег, чтоб старику было мягче спать. А меж тем у нее, бедной, руки окостенели и пальчики побелели. Ничего, только снегом пальцы потри, так и отойдут, не ознобишь. Я ведь старик добрый, посмотри-ка, что у меня за диковинки. Тут он приподнял свою снежную перину с одеялом, и рукодельница увидела, что под периною пробивается зеленая травка. Рукодельнице стало жаль бедной травки. Вот ты говоришь, что ты старик добрый, а зачем ты зеленую травку под снежной периной держишь, на свет Божий не выпускаешь? Не выпускаю, потому что еще не время. Еще трава в силу не вошла. Осенью крестьяне ее посеяли, она и взошла. И кабы вытянулась уже, то зима бы ее захватила, и к лету травка бы не вызрела. Вот я и прикрыл молодую зелень моею снежной периной, да еще сам прилег на нее, чтоб снег ветром не разнесло. А вот придет весна, снежная перина растает, травка заколосится, а там, смотришь, выглянет и зерно, а зерно крестьянин соберет, да на мельницу отвезет. Мельник зерно смелит, и будет мука, а из муки ты, рукодельница, хлеб испечешь. Ну, скажи мне, Мороз Иванович, зачем ты в колодце-то сидишь? А затем я в колодце сижу, что весна подходит. Мне жарко становится, а в колодце всегда холодно, хоть посреди самого жаркого лета. А зачем ты, Мороз Иванович, зимою по улицам ходишь, да в окошки стучишься?
А затем я в окошке стучусь, чтоб не забывали печей топить, да трубы вовремя закрывать. Тут добрый Мороз Иванович погладил рукодельницу по головке, да и лег почивать на свою снежную постель. Рукодельница меж тем все в доме прибрала, пошла на кухню, кушанье изготовила, платье у старика починила и белье выштопала. Старичок проснулся, был всем очень доволен и поблагодарил рукодельницу. Потом сели они обедать. Обед был прекрасный, и особенно хорошо было мороженое, которое старик сам изготовил. Мороз Иванович отсыпал рукодельнице серебряных пятачков в ведерко. Так прожила рукодельница у Мороза Ивановича целых 3 дня. На 3-й день Мороз Иванович сказал рукодельнице: Спасибо тебе, умная ты девочка. Хорошо ты меня, старика, утешила, и я у тебя в долгу не останусь. Ты знаешь, люди за рукоделие деньги получают. Так вот тебе твое ведерко. А в ведерко я всыпал целую горсть серебряных пятачков. Да сверх того, вот тебе на память бриллиантик, косыночку закалывать. Спасибо тебе, Мороз Иванович. Рукодельница поблагодарила, приколола бриллиантик, взяла ведерко, пошла опять к колодцу, ухватилась за веревку и вышла на свет Божий. Только стала она подходить к дому, как петух, которого она всегда кормила, увидев ее, обрадовался, взлетел на забор и закричал: «Кукареку, кукареки, у рукодельницы в ведерке пятаки!» Когда рукодельница пришла домой и рассказала все, что с ней было, нянюшка очень дивовалась, а потом промолвила: Вот видишь ты, ленивица, что люди за рукоделие получают. Поди-ка к старичку да послужи ему, поработай. В комнате у него прибирай, на кухне готовь, платье чини да белье штопай. Так и ты горсть пятачков заработаешь, а оно будет кстати. У нас к празднику денег мало». Ленивице очень не по вкусу было идти к старику работать, но пятачки ей получить хотелось, и бриллиантовую булавочку тоже. Вот, по примеру рукодельницы, ленивица пошла к колодцу, схватилась за веревку, да и бух прямо ко дну. Смотрит, перед ней печка, а в печке пирожок сидит, такой румяный, поджаристый, сидит, поглядывает да приговаривает: Я совсем готов, подрумянился, сахаром да изюмом обжарился. Кто меня из печки возьмет, тот со мной и пойдет. А ленивица ему в ответ: Ха! Да как бы не так! Мне себя утомлять, лопатку поднимать да в печку тянуться. Захочешь, сам выскочишь. Идет она далее, перед нею сад, а в саду стоит дерево, а на дереве золотые яблочки. Яблочки листьями шевелят, да промеж себя говорят: Мы яблочки наливные, созрелые, корнем дерева питались, студеной росой обмывались. Кто нас с дерева стрясет, тот нас себе и возьмет. Ой, да как бы не так. Мне себя утомлять, ручки поднимать, за сучья тянуть. Успею набрать, как сами нападают. И прошла ленивица мимо них. Вот дошла она и до Мороза Ивановича. Старик по-прежнему сидел на ледяной скамеечке, да снежные комочки прикусывал. Что тебе надобно, девочка? Пришла я к тебе послужить, да за работу получить. Дельно ты сказала, девочка. За работу деньга следует. Только посмотрим, какова еще твоя работа будет. Поди-ка взбей мою перину.
А потом кушанье изготовь, да платье мое почини, да белье повыштопай. Пошла ленивица, а дорогой думает. Стану я себя утомлять, да пальцы знобить. Авось старик не заметит и на невзбитой перине уснет. Старик в самом деле не заметил или прикинулся, что не заметил. Лег в постель и заснул, а ленивица пошла на кухню. Пришла на кухню, да и не знает, что делать. Кушать-то она любила, а подумать, как готовилось кушанье, это ей в голову не приходило. Да и лень ей было посмотреть. Вот она огляделась, лежит перед ней и зелень, и мясо, и рыба, и уксус, и горчица, и квас. Все по порядку. Думала она, думала, кое-как зелень обчистила, мясо и рыбу разрезала, да и чтоб большого труда ни себе не создавать, все как было, мытое, немытое, так и положила в кастрюлю. И зелень, и мясо, и рыбу, и горчицу, и уксус, да еще кваску подлила. А сама думает: Зачем себя трудить, каждую вещь особо варить? Ведь в желудке все вместе будет. вот старик проснулся, просит обедать. Ленивица притащила ему кастрюлю, как есть, даже скатерти не подослала. Мороз Иванович попробовал, поморщился, а песок так и захрустел у него на зубах. Да, хорошо ты готовишь. Посмотрим, какова твоя другая работа будет. Ленивица отведала, да тотчас и выплюнула. А старик покряхтел, да и принялся сам готовить кушанье. И сделал обед на славу, так что ленивица пальчики облизала, кушая чужую стряпню. После обеда старик опять лег отдохнуть, да припомнил ленивице, что у него платье не починено, да и белье не выштопано. Ленивица надулась, а делать было нечего. Принялась платье и белье разбирать, да и тут беда. Платье и белье ленивица нашивала, а как его шьют, о том и не спрашивала. Взяла было иголку, да с непривычки укололась, так ее и бросила. Ой, уколола! А старик будто бы опять ничего не заметил. Ужинать ленивицу позвал, да еще и спать ее уложил. А ленивице то и любо, думает себе: Авось и так пройдет. Вольно было сестрице на себя труд принимать. Старик добрый, он мне и так за даром пятачков подарит. На третий день приходит ленивица и просит Мороза Ивановича ее домой отпустить, да за работу наградить. Да какая же была твоя работа? Уж коли на правду дело пошло, так ты мне должна заплатить, потому что не ты для меня работала, а я тебе служил. Да как же? Я ведь у тебя целых 3 дня жила. Знаешь, голубушка, знаешь, что я тебе скажу? Жить и служить разница, да и работа работе рознь. Заметь это, вперед пригодится. Но, впрочем, если тебя совесть не зазрит, я тебя награжу. И какова твоя работа, такова будет тебе и награда. С этими словами Мороз Иванович дал ленивице прибольшой серебряный слиток, а в другую руку прибольшой бриллиант. Ленивица так этому обрадовалась, что схватила и то, и другое, и даже не поблагодарив старика, домой побежала. Пришла домой и хвастается: Вот что я заработала. Не сестрече-то, не горсточку пятачков, да не маленький бриллиантик, а целый слиток серебряный. Видишь, какой тяжелый. Да и бриллианта чуть не с кулак.
Уж на это можно к празднику обнову купить. Не успела она договорить, как серебряный слиток растаял и полился на пол. Он был не что иное, как ртуть, которая застыла от сильного холода. В то же время начал таять и бриллиант. А петух вскочил на забор и громко закричал: «Кукареку, кукарекулька! У ленивицы в руках ледяная сосулька!» Вот и сказки конец. А вы, детушки, думайте, гадайте, что здесь правда, что неправда, что сказано впрямь, что стороною, что шутки ради, а что в наставление. Спокойной ночи!